Победителем в турнире стала Айсулу Тыныбекова, выступавшая в весе до 62 килограммов, одолев в финале Александру Волчинскую со счетом 9-7. Еще одно золото завоевала Мирим Джуманазарова в весовой категории до 68 килограммов. Она победила Оливию Дебакко из Канады. Помимо этого, уступив в финале, серебряными призерами стали Айпери Медет-кызы в весе до 72 килограммов и Назира Марсбек-кызы в весе до 59 килограммов. В греко-римской борьбе среди мужчин единственное золото завоевал Узур Джусупбеков. Он выиграл в финале у Георгия Мелия из Грузии. Серебряным призером стал Джоламан Шачимбеков. В вольной борьбе среди мужчин Эрназар Ахматалиев единственный вышел в финал турнира, но уступив Али Рахимзаде из Азербайджана, стал вторым. Бронзовые медали завоевали Амантур Исмаилов, Исламбек Урузбеков, Икрамджон Хаджимурадов, Бекполот Мырназарулу, Нуртилек Карыпаев и Алибек Осмонов. Глава дирекции по олимпийским видам спорта Джоумарт Шамканов поздравил отечественных атлетов и отметил, что на протяжении многих лет ведущие спортсмены по греко-римской вольной борьбе представляют Кыргызстан на мировой арене и занимают призовые места. Во-первых, хочу от всей души поздравить наших спортсменов с яркими победами. Конечно, хотелось бы поблагодарить и тренеров, которые на протяжении многих лет вкладывают все усилия для достижения таких высоких целей. Хотя борьба считается и молодым спортом в нашей стране, но показатели очень даже хорошие благодаря усилиям наших спортсменов и, конечно же, тренеров сборной команды. Как отметил экс-депутат Жогорку Кеңеш Байгазы Кенжибаев, на сегодняшний день по сравнению с другими командными видами спорта в приоритете дзюдо, классическая борьба, вольная борьба и бокс. В этих видах спорта Кыргызстан традиционно представлен на Олимпийских играх. В единоборствах наши спортсмены всегда могут рассчитывать на хорошие результаты, в отличие от игровых дисциплин. На то есть объективные причины. Потому что это традиционно сильные у нас виды спорта. Есть другое объяснение успеха, они, так сказать, приоритетные. То есть финансовая поддержка государства в этом случае гораздо значительнее. Борцы приносят стране медали, заявляют о себе в мире. Почему бы не платить за это больше? Логику понять очень просто. К тому же отправить на турнир, условно говоря, одного борца и одного тренера существенно дешевле, чем команду из 15-20 человек. Напомним, кыргызстанские борцы греко-римского и вольного стиля завоевали 13 медалей на международном турнире, который стартовал 26 февраля в Киеве, где приняли участие около 600 спортсменов из 33 стран мира. Азамат Кенжешев, Алтынбек Саакиев, Нью ТВ.